Здравствуйте, друзья! Наконец-то руки дошли к микросхему от Mega 328, который заказали из Китая. Месяц назад получили, до сих пор никак не могу время найти из него что-то сделать. Ну, это сегодня я из него делал Arduino, но это для того, что в дальнейшем его надо сделать модуль для ввода-вывода данных хочу делать, вот поэтому микросхему подключил, решил опыты делать, как это будет работать. То есть сейчас я вам расскажу, как сделать Arduino из микросхемы от Mega 328, это как Uno получается у нас. Так, вот сейчас видите, в данный момент там работает вот это. Давайте сначала видео посмотрим. Итак, друзья, на столе видите самодельную Arduino. Здесь использована микросхема от Mega 328P. Также схема состоит из кварцевого резонатора на 16 МГц, два конденсатора по 20 пикофарад у меня, должно 22 быть, но я 20 пикофарад поставил. Потом на питании стоит конденсатор 0,1 микрофарад поставил для фильтра, кнопка резета и сопротивление 10 кОм. Постоянно плюс подается на первый вывод от Меги. Для резета кнопку нажимаем, закорачиваем на землю. И еще тут на 13 ножке светодиод подключил через резистор 220 Ом. Так, я использовал для загрузки скетча преобразователь USB TTL PL2303. Вот такой преобразователь использовал. То есть здесь особенность такой, когда начинаем загружать его скетч, вот здесь светодиод постоянно горит, и как здесь светодиоды начинают мигать, этот момент надо кнопку reset нажать и отпускать, и все будет это нормально загружаться. У меня такой был, но я попробовал, что-то у меня не работал вот этот. Опять USB. Вот, загрузчик но он у меня не работал. У нас в Самаре магазин есть такой, avrobot.ru называется, у них покупал пару штук таких там и решил попробовать. Все заработало. Давайте включим, тут мигает, как всегда, вот это блинк включил. Вот таким образом работает. На компьютере объясню, как это все делается. Вроде все остальные. Так, это выключили. Так, теперь у нас вот это там видно работает. Давайте попробуем эту программу поменять немножко, посмотрим, что будет. И да, я вам хочу сказать, что вот этот, который я сказал, что у меня не работал, я его разобрался. Короче говоря, вот это преобразователь USB UART, вот это. И у него получается, что вот это для Arduino Mini, вот в комплекте у меня шел. И получается, что у него вот это пятый вывод, который DTP называется, вот это надо соединить к резету, вот здесь, где первая ножка, соединить. И я так соединил, у меня ничего не работало. Оказывается, вот когда разобрался, надо через конденсатор его туда соединить. Через 0,1 конденсатор соединил, вот сейчас в данный момент это подключено у меня, и этот работает. По поводу вот этого тоже хочу сказать. Вот во время вот это, когда начинаем скетч загружать, когда вот эти светодиоды мигают здесь, вот этот момент надо здесь reset нажать. Чтобы этого не было, можно здесь тоже
переделывать вот эту микросхему, видите, здесь с левой стороны вторая ножка, по-моему. Вот это через конденсатор 0,1,5, вот это туда соединить, и тоже так же уже не надо будет кнопку нажать, будет работать. Ну, здесь этот микросхема маленькая, видите, очень близко. У меня зрение плохое, я не стал его паять. Я только кнопку, ну, вот это тоже уже у меня заработал. Если у вас будет, имейте в виду, что вот этот пятый провод, который ДТП, по-моему, там написано, сейчас не помню, вот это через конденсатор надо соединить. Давайте тут программу немножко поменяем и посмотрим, что у нас получится. Сейчас вот секунду мигает, вот как бы секунду ожидает. Типа так, давайте немножко изменим и посмотрим, что будет. Так, файл, образцы. Вот отсюда берем Blink. И здесь вот это, где дилей 1000. Вот это высокий уровень, допустим. Меняем его этот... 3000 сделаем, вот 3000 сделаем и загружаем скетч в Arduino. Вот сейчас загружаем. Все, вот теперь посмотрите, вот 3 секунды включено и секунду выключено получается. Вот все заработало. То есть это к чему я, почему, чтобы вы убедились, что вот это работает через конденсатор, нормально работает, можно загружать. Давайте теперь это по схеме, на схеме я покажу вам, как это. Нет, первоначально я хочу вам сказать, что вот давайте посмотрим. Вот эта микросхема вот от Mega 328 из завода, когда идут, обычно вот некоторые там внутри с загрузчиком идет, называется bootloader, вот это, а некоторые без загрузчика. То есть, которые с загрузчиком, вот можно там, который я вам показал, через это сразу загрузили, скетчи, все будет работать. Но когда вот этого bootloader нету, надо тогда вот это туда через программатор загружать сюда. Программатора, если нету, можно вместо программатора использовать Arduino Uno. То есть это как делается. Сейчас я вам расскажу. Вот посмотрите. Так, сначала надо Arduino Uno вот загружать. Вот посмотрите, где образцы. Вот образцы. Arduino Uno, вот это надо загружать. Arduino ESP. Вот это загружаем в Arduino первоначально. Загрузили. И Arduino у нас превращается как бы уже этот, как программатор уже получается. Вот это загружаем Arduino. Потом надо к этой Arduino соединить вот эти провода, я сейчас скажу. Вот посмотрите, вот микросхема. Вот где reset, это первая ножка, надо соединить в Arduino 10 ножки. Надо соединить к 10 ножке. Вот это помните, первый к 10, потом 17 вывод. Надо к 11 выводу Arduino. 18 вывод к 12 выводам Arduino и 19 к 13 выводу Arduino. Вот это надо подключить. Потом питание тоже плюс-минус тоже туда к Arduino подключить и все. Как подключили, теперь надо так делать. Вот инструменты. Здесь, вот посмотрите, где программатор написано, вот сюда берем Arduino ESP. Вот это. Здесь галочку надо ставить. После, вот как галочку ставили, вот здесь записать загрузчик. Вот нажали его, вот, нажали и все. Вот это bootloader уже загружается вот сюда. Он уже не будет. Вот сюда уже загрузится. И после этого уже можете вот при помощи вот этих плат, которые я вам показал, вот преобразователи USB, которые есть.
Можно при помощи этих уже загружать скетчи Arduino. То есть сначала надо bootloader, если у вас нету загрузчика не записана в микросхеме. Вот после уже как загрузили bootloader, уже можно будет при помощи вот преобразователя USB TTL или USB UART преобразователь, вот, который я вам показал, при помощи этих уже можно программы загружать. И здесь посмотрите, я вам покажу вот эта схема Arduino вот самодельную, которую я делал. Вот я такую сделал. Вот таким образом. Здесь вот какие выводы, куда соединить. Вот светодиод стоит светодиод подключается, у меня 19 вывод, это как 13 получается на Uno. Да, еще я, вот будете, после вот как будете скетчи загружать, вот самодельную Arduino, я выбрал там Arduino Uno как бы, вот когда выбираете там на плату, я выбрал Arduino Uno, здесь Atmega 328 стоит, это как у Uno и получается. И посмотрите, вот здесь выводы, как расположены. Давайте я вам это тоже немножко скажу. Вот первый вывод, это reset у нас. Второй, третий, это RX-TX, то есть это нулевой вывод на Uno, ну как на Uno сейчас скажу, вот это как нулевой на Uno, вот это TX третий здесь на Uno, вот это D1, потом D2, D3, D4, и обратите внимание, вот где здесь переменный знак, вот это вывод можно использовать как бы для shim режима можно использовать. D3, D4, потом питание 5 вольт, 8 у нас земля, 9, 10, вот это кварцевый резонатор 16 МГц надо подключить. Кварцевый резонатор 16 МГц, да, подключать. И эти 22 пикофарады конденсаторы вот отсюда к этим выводам и на землю. И потом 5, D5, D6, D7, D8, D9, D10, 11, 12, 13. Это как на Uno получается. Вот здесь какие выводы соответствуют. Потом опять здесь опять питание 5 вольт, потом земля. И после уже аналоговые входы. 23 вот это аналоговые А0, 24, А1 и так 28 А5. А4, А5, SL, SD можно использовать. Вот таким образом у меня все это заработало, я сделал. И в дальнейшем я хочу из него вот как бы модуль для ввода-вывода сделать. То есть это универсальный как бы сделать, там программировать его и чтобы можно было использовать как модуль ввода-вывода. Вроде все, что я хотел сказать. Подпишитесь на мой канал. Спасибо за внимание. До свидания.